Сегодня проводится совместное совещание с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, дислоцирующейся на территории Республики Саха-Якутия. Ее представляет заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Трофимов Евгений Дмитриевич. Также приглашены должностные лица, руководители и уполномоченные, имеющие отношение к данному вопросу. Поэтому я хочу вам сразу сказать, что на сайте UCR.ru ведется прямая трансляция нашего форума. Сюда в зал приглашены средства массовой информации, но насколько им это интересно, на первом они участвовали более активно. Напомню, что форум органов прокуратуры – это площадка для открытой дискуссии. Мы ее в первый раз проводим. Целью форума является решение общих задач, стоящих перед участниками форума. Сегодня мы обсуждаем проблему защиты прав граждан на своевременную оплату труда. Планируем разъяснить гражданам их права, работодателям их обязанности и ответственность, осветить и обсудить имеющиеся в республике причины несвоевременной оплаты труда, имеющиеся в республике вопросы длительного сохранения задолженности по заработной плате, выработать рекомендации и дополнительные меры по ее погашению, восстановлению трудовых прав граждан и профилактике таких правонарушений. К обсуждению на данном дискуссионном блоке предложены нами 3 вопроса. Это первый вопрос соблюдения прав граждан на оплату труда, второе – причина возникновения долгов по оплате труда и антикризисное управление организацией. И третий вопрос – погашение задолженности по заработной плате в деле о банкротстве и контроль за деятельностью арбитражных управляющих. По итогам каждого выступления прошу экспертов и приглашенных вносить имеющиеся предложения по решению обозначенных проблем. По итогам работы форума мы обобщим все предложения, сформулируем рекомендации в адрес органов прокуратуры, других уполномоченных органов и организаций, направленных на решение рассматриваемой нами проблемы. Для включения микрофона необходимо будет нажать 3-ю кнопку справа. Для приглашенных у нас установлены стационарные микрофоны, имеются переносные микрофоны. Слово для выступления по первому вопросу я предоставлю начальнику отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдения прав и свобод граждан прокуратуры Республики Илларионову Анатолию Спартаковичу. Я прошу, такой регламент. Выступление по 7 минут. Потом мы, соответственно, мы ограниченного времени, в первом мы немножко затянули, так как ушли, попытались все-таки наши приглашенные уйти на вопросы, связанные с конкретно их проблемами, поэтому немножко время затянулось. Это тоже понять можно, поэтому я прошу регламент все-таки уважать других коллег, которые будут выступать. И я сразу же вас спрашиваю ваше мнение. Вы согласны с предложенным мной регламентом работы? Согласен. Спасибо. Тогда я предоставляю слово Анатолию Спартаковичу. Спасибо, Олег Владимирович. Начну с того, что на территории республики на протяжении последних лет наблюдается рост числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В текущем году их количество составило свыше 27 тысяч потенциальных работодателей. По сведениям статистики, в республике у нас 345 тысяч работников в разных отраслях. В этой связи хотелось бы начать с того, что трудовые отношения между работодателем и работником начинаются с заключения трудового договора, где должны быть в обязательном порядке отражены условия оплаты труда, то есть ее размер оклада, надбавок и прочих выплат. Кроме того, при поступлении на работу работник должен быть ознакомлен с локальными актами, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе премий и других выплат. Все эти документы должны быть внимательно изучены работником, чтобы впоследствии не быть обманутым. Например, несколько лет назад ряд золотодобывающих организаций Миканского района трудоустраивали граждан, обещая по окончании сезона премиальные выплаты. В самих трудовых договорах оговаривалась только сумма, положенная по минимальному размеру оплаты труда, а обещанная сумма, им говорили, что по окончанию, после того, как мы выполним план, мы вам выплатим еще и премиальные. И не всегда такие премиальные им выплачивались. И в результате работники, вы сами знаете, это вахтовики, уезжали из нашей республики, получая лишь минимальный размер оплаты труда. Кроме того, основной особенностью строительских артелей является работа в полевых условиях, за что работникам положена выплата в виде полевого удовольствия. Ее размер и сроки выплаты работодатель устанавливает самостоятельно. В настоящее время в республике активно ведется строительство различных объектов, например, ГРЭС-2, военная база на острове Котельный. В этой связи участились случаи привлечения организаций с других субъектов Российской Федерации, которые, как правило, привозят своих работников к нам в республику, и указанным гражданам помимо заработной платы полагается выплата командировочных, суточных. Зачастую граждане, которым работодатель не платит заработную плату,
и другие выплаты, своевременно в органы прокуратуры, суд, правоохранительные, контролирующие, правозащитные институты не обращаются и начинают бить тревогу лишь когда их работодатели уже находятся при банкротном состоянии. В этой связи хотелось бы гражданам порекомендовать не тянуть с обращением в компетентные органы в целях получения защиты своих прав. И именно своевременность в данном случае является залогом оперативного погашения задолженности. Принудительное взыскание возможно только при наличии решения суда, либо удостоверения комиссии по трудовым спорам, который создает сам работодатель. Срок исковой давности для обращения в суд с октября этого года составляет 1 год с момента увольнения работника, и он у нас течет независимо от обращения в правоохранительные контролирующие органы, то есть он не прерывается. В течение этого срока следует либо получить решение КТС, либо самостоятельно обратиться в суд, либо же еще как вариант это обратиться к прокурору соответствующего района, который имеет полномочия обратиться в суд в интересах гражданина. Одновременно работник вправе предъявить требования о возмещении морального вреда и компенсации процентов за просрочку выплаты заработной платы. Для обращения в суд работник вправе обратиться к работодателю за документами, связанными с работой, которые должны быть выданы ему в течение 3 дней. Помимо обращения в суд, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до фактической выплаты. Как правило, заработная плата подлежит выплате 2 раза в месяц, при этом работодатель должен определить конкретные даты с промежутком полмесяца. Выплата вознаграждения может производиться в натуральной форме, продуктами, другими словами, но не более 20%. На сегодняшний день основными должниками по заработной плате являются коммерческие организации, занятые в сфере строительства, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, добычи полезных ископаемых. Причинами нарушений в большинстве случаев является плохое финансовое состояние в самих организациях. И они в разных отраслях причины могут варьироваться. У организации ЖКХ, например, это является неисполнение потребителями обязательств за оказанные услуги. Правоотношения субъектов в сфере строительства носят в основном подрядный характер. Причинами долгов в таких организациях зачастую является неисполнение обязательств контрагентами либо отсутствием заказов. Долги организаций, занятых в сфере сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, возникают по разным причинам: сезонным характером работ, отсутствием сырья, сложностями реализации продукции и другими. Кроме того, нередко прокурорами устанавливается бездействие самих должников по взысканию дебиторской задолженности. Также финансовая несостоятельность может быть вызвана преступными действиями руководителей должников. Что касается ответственности, за нарушение срока выплаты заработной платы, в том числе неоднократно, установлена административная ответственность. Для должностных лиц штрафы варьируются от 10 тысяч до 30 тысяч и, возможно, квалификация в последующем, дисквалификация. Индивидуальный предприниматель от 1 до 30 тысяч рублей, юридические лица от 30 до 100 тысяч рублей. В текущем году по нашим постановлениям оштрафовано 277 лиц, и это количество с каждым месяцем у нас увеличивается. Также работодатель может понести уголовную ответственность за невыплату заработной платы по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также за неправомерные действия при банкротстве по статье 195 УК РФ. На сегодняшний день по нашим материалам возбуждено 7 уголовных дел по статье 145 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту преднамеренного банкротства расследуется 1 уголовное дело по статье 196 УК РФ. Кроме этого, работодатели могут быть привлечены к ответственности по статье 14.13 Кодекса об адом правонарушениях Российской Федерации за бездействие по своевременному инициированию процедур банкротства при наличии признаков несостоятельности. Меры воздействия также могут быть применены и в отношении арбитражных управляющих по статье 195 УК РФ и по статье 14.13 Кодекса об адом правонарушениях Российской Федерации. Помимо этого, прокурор вносит представление в саморегулируемые организации арбитражных управляющих. И ситуация на самом деле в течение этого года у нас она напряженная, эта напряженность никак не снижается. В текущем году органами прокуратуры республики выявлено свыше 1 200 000 000 рублей несвоевременно выплаченной заработной платы более чем в 70 организациях. Пресечены факты незаконных удержаний, невыплаты окончательных расчетов, стимулирующих вознаграждений, оплаты труда ниже установленного республиканским соглашением минимального размера заработной платы. Всего в этом году в целях защиты прав граждан принято свыше 6300 актов прокурорского реагирования. В результате удалось добиться погашения задолженности по плате на сумму 1 200 000 000 рублей. Количество работников, которым мы помогли, составило 16 400 человек. Кроме того, мерами Якутской транспортной прокуратуры восстановлены права 155 человек на 21 миллион рублей. В завершение мне хотелось бы предложить участникам форума активно проводить разъяснительную работу с гражданами по обсуждаемому вопросу и освещать результаты деятельности в СМИ в целях, во-первых, повышения доверия среди населения, второе, чтобы разъяснить права нашим гражданам,
а самим людям активно и своевременно использовать свое право на самозащиту и защиту. Работа в данном направлении нами будет продолжена, в том числе во взаимодействии со всеми задействованными органами. Вкратце у меня все. Готов ответить на вопросы. Спасибо. Так, уважаемые эксперты, участники форума, в выступлении были отмечены проблемы защиты прав граждан на оплату труда. Прошу вас высказывать свои предложения. Александр Николаевич Дружинин, министр труда и социального развития республики. Я хотел бы тоже кратко, в развитии данной информации поставить, перед нами тоже возникают такие проблемы, когда мы работаем с комиссией по контролю задолженности по заработной плате. Первая концептуальная проблема, которая у нас возникает, это 50% задолженности по заработной плате приходится на предприятия-банкроты, находящиеся под внешним управлением или в стадии ликвидации, банкротства и так далее. У нас в развитии этих вещей практически плохо налажена работа с арбитражными управляющими, которые занимаются ликвидацией данных учреждений. Мы практически не владеем вопросом, когда они могут реализовать какую-то конкурсную массу для того, чтобы погасить задолженность по заработной плате. Имеется случай банкротства более 3 лет. Очень задолжены. Вот первая, которая проблема перед нами стоит. Во-вторых, те же самые арбитражные управляющие, конкурсные управляющие, они входят в саморегулируемое общество, которое находится где-то во Владивостоке, где-то в Москве. СРО в Якутии нет. И нам очень тяжело общаться с другими органами, которые могут нам помочь в решении вот этих вопросов. Следующий вопрос, конечно, действует и неформальная занятость, присутствует в республике очень много неформальной занятости. В этой части тоже определенные меры правительство республики проводит. Но практически очень тяжело работать с предприятиями, однодневками, которые нанимают людей на сезонные работы особенно. И после окончания сезона, а это характерно для республики, уходят в небытие. В этой части тоже у нас есть и вопросы и по полевому удовольствию, которое как таковое по решению Верховного суда России не входит в систему заработной платы, потому что не облагается налогами. Поэтому здесь тоже возникает вопрос несовершенства федерального законодательства. Следующий вопрос. Это имеется в виду статистика. Статистика в нашу комиссию представляет данные на предприятия, организации, которые здесь сезонно поработали и ушли с республики. Заработали задолженность по заработной плате и ушли с республики. Сейчас эти предприятия здесь не функционируют. Для примера, Ростов-Шахстрой, который базируется в городе Шахты, Иркутск нефтестрой, там тоже фирма, которая базируется в Иркутске. Эти предприятия, наработали здесь задолженность по заработной плате. В соответствии с планом статработ отчитали статистику, что здесь имеется вот такая-то задолженность по заработной плате, поэтому вынуждены с ними работать только через органы прокуратуры. То есть наши прокуроры республиканские выходят на прокуроров в тех городах, в тех областях. То есть, а статистика-то висит на нашем регионе. И ряд претензий у нас остается к Росимуществу. Вроде хорошие органы исполнительной власти, управление по Республике Саха-Якутия, Росимущество. Оно является учредителем тех же самых крупных
должников по заработной плате, например, ДЭП-126, ДЭП-127. И в результате такого управления и учредитель Росимущества мы получаем вынуждены как бы уже взаимодействовать с федеральными органами власти, чтобы ликвидировать определенные задолженности по заработной плате. Вот я хотел бы для затравки так попроще сказать. Спасибо. Знаю, да? Мгм. Я хочу сказать несколько слов о том, что должен был бы предпринимать работник, когда случаются задержки выплаты заработной платы. Анатолий Спартакович сказал, что не надо забывать о самозащите трудовых прав. И вы знаете, я считаю, что это очень вопрос на сегодняшний день с точки зрения закона и практики применения сложен. А если бы работник осуществлял самозащиту, то я полагаю, что таких случаев было бы у нас меньше. И вот о чем я хочу сказать. 379-я статья у нас Трудового кодекса определяет право на самозащиту. И когда эта статья у нас была введена в действие, когда кодекс введен в 2002 году, то в этой статье говорилось о самозащите трудовых прав, когда работа угрожает жизни и здоровью работника и так далее. А вот когда приняли 142-ю статью, вы знаете, что это статья, которая определяет приостановку работы работника по общему правилу. Есть, конечно, исключения, но по общему правилу работники могут приостановить работу, если зарплата не выплачивается более 15 дней. Да? И сегодня конкретизировали вот эти 15 дней. Но вы посмотрите, 379-я статья не включила задержки выплаты заработной платы, возможность самозащиты при задержках выплат заработной платы. Только в 2006 году в статью 379 внесли, что самозащита может осуществляться и в других случаях, установленных Трудовым кодексом. А что это значит? Это значит и 142 статьей. Я хочу сказать о том, что законодатель не приучил работника осуществлять самозащиту. И вот почему. Смотрите, значит, это все совершенно понятно, что это введено, и работник может осуществлять самозащиту. Но статью эту ввели в 2002 году, значит, общее положение, что вот приостановка работы. Дальше. Работник бы приостановил работу, но ничем не определено, он должен ходить в это время на работу. Ему это время будет оплачиваться. Это ничего не сказали в законе. И только в 2006 году в статье 142 сказали о том, что во время приостановки работы работник может не приходить на работу до полной выплаты заработной платы. Дальше другой вопрос. А зарплату он за это время получает? Практика была различная. В соглашении, которое заключалось на уровне республики, республиканское соглашение, там ввели такую статью, что при приостановке работы работникам выплачивать, как при простой, по 157 статье Трудового кодекса. Но это вообще несправедливо. Но только в январе 2016 года внесли в эту статью, уже, так сказать, последнюю точку поставили о том, что при приостановке работы, значит, за все время за работником сохраняется средняя заработная плата. То есть, понимаете, законодатель сам не давал возможности работнику осуществлять эти действия, так сказать, по самозащите. А ведь это большое дело. Если бы работник, это все было бы изначально, то у работника была твердая, так сказать, убежденность, что, приостановив работу, он, так сказать, будет защищен. Вот это один вопрос, да? Теперь, сегодня по новому законодательству тоже внесли изменения в Трудовой кодекс. Вы знаете, если смотреть я уголовный тут посмотрела, 145-ю, понятия-то какие-то разные. Значит, в Трудовом кодексе есть, значит, неполная выплата. Значит, в Уголовном кодексе частичная выплата.
значит, какие-то терминологии это должна быть одинаковая. И кроме того, почему-то частичная выплата, это когда, значит, до 50%, вернее, более 50%, значит, это частичное. Почему? Я полагаю, что если он 100 рублей не доплатил работнику, это уже, так сказать, будет частичная невыплата заработной платы. Вот, поэтому здесь, мне кажется, что несколько изначально было законодательство вот таким образом сформулировано, что не давало возможности работнику осуществлять самозащиту. Он и не привык. Мы, так сказать, не приучили его к этому, и сейчас работник навряд ли, так сказать, привыкнет к тому. Поэтому, конечно, вот здесь разъяснительная работа должна быть, я считаю, ну, очень большая в этой части. Да, работодатель должен нести ответственность, это совершенно понятно. Но, коль скоро законодательство трудовое определило, что самозащита есть у нас, должна быть, и это все должно было, как вот сейчас статья звучит, должно быть, так сказать, изначально. Еще хочу остановиться вот на каких вопросах. По поводу выплаты штрафных санкций. Ну, дорогие мои, 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Ну, что же такое 10 тысяч для руководителя штраф? Мне кажется, это такая мизерная сумма, о которой даже говорить, если это предприятие, значит, крупное, градообразующее, где, значит, заработная плата у руководителя, так сказать, сотни составляет, может, и более. Что такое 10 тысяч? Вот я считаю, здесь очень щадящий закон отнесся к работодателю. Нет, я не говорю о том, что вот надо его наказать. Тем более, работая в Федерации профсоюзов, я считаю, что вообще главная эта задача договориться с работодателем, потому как они социальные партнеры. Но коль скоро не получается, поэтому приходится вот прибегать к таким методам. И еще одно. Значит, где 145-я со значком «прим», меня очень смущает квалификация, значит, поправят меня те, кто занимается уголовным правом, где говорится, что из корыстных побуждений выплата заработной платы не производится. Вы знаете, для меня это ну, какое-то понятие такое, и работники ведь не понимают этого, понимаете, что такое корыстное, так сказать, побуждение. Вот у нас раньше была 236 статья, она и сейчас есть, которая ответственность устанавливает работодателя за задержки выплаты заработной платы, да? Значит, изначально она звучала, когда кодекс приняли, обязательно необходима была вина работодателя, вот, значит, задержка заработной платы, ну, условия, которые определяют ответственность, наступало только при наличии определенных условий, там, вина и так далее. Вот. Затем в 2006 году изменили эту статью и признали, что это правильно, независимо от наличия вины, работодатель несет ответственность. Я полагаю, что тем, что он руководитель, он уже себя, так сказать, поставил на такое место, где он несет ответственность за все, что происходит на предприятии, в том числе, так сказать, выполнение и планов, и своевременной выплаты заработной платы, и говорить о том, что необходима, так сказать, вина его, только при этом какая-то корыстная цель. Вот мне кажется, что это не совсем правильно. Вот, поэтому я бы считала, что здесь, конечно, какие-то изменения должны произойти. Так, спасибо большое вам, Наталья Ивановна. У меня вот такое, да, есть к вам такой вопрос. Ну, коль вы о роли профсоюзов, о самозащите, то все-таки профсоюзы, наверное, ну, в связи с этим такой вопрос. Вы как-то, может быть, усилить роль профсоюзов в этом вопросе? Ну, в частности, в разъяснении процедуры защиты прав граждан. Вот, потому что самозащита, ну, конечно, понятно, что они должны ну, зная нашу пассивность нашего населения, мне кажется, роль профсоюзов могла бы быть значительно, да, могла бы значительно быть усилена, в том числе и путем правотворческой там, работы и другой. Ну, это, скорее всего, больше, наверное, как не вопрос, а пожелание, да. Ирина Геннадьевна, вы вопрос хотели задать? Да, Наталья Ивановна, я хотела уточнить, поскольку у вас очень много практики в этом вопросе. А вы не подскажете, а есть ли уже в республике практика приостановления работы работниками? Вы знаете, практически нет, в том-то и дело.
Нет, потому что я говорю, что вот такой закон был, такая статья, которая таким образом никаких, значит, ни оплаты не гарантировала работнику. Поэтому, и вы еще знаете, ну, это, будем говорить, менталитет такой у работников, когда они, ну, чего греха таить, зачастую говорят о том, что я, значит, приостановлю работу или я там обращусь в какие-то органы, то мне потом придется не работать. Я всегда говорю, что самая цивилизованная форма, если не помогают переговоры, это судебные органы. Они разрешат вопрос. Но у нас, вы знаете, не всегда, ни в прокуратуру, ни в суд люди стараются не жаловаться, потому что говорят, что потом я работать ведь не смогу. Вот, к сожалению. Поэтому, конечно, разъясняем и пытаемся, и сами мы представляем интересы работников в судах, значит, стараемся, так сказать, как-то вот помочь в этом. Но, к сожалению, сегодня еще у нас не развита самозащита. Пожалуйста, Алексей Михайлович. Ну, продолжение вот сказанных слов Натальи Ивановны я хотел бы сказать насчет статьи 145 прим. Уголовного кодекса. Да? Но там говорится, невыплата заработной платы более 2 месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности. То есть это более широкое понятие. Правильно. Корыстное – это когда хищение. Но судебная практика пошла таким путем, что личная заинтересованность, допустим, усматривается, если руководитель говорит, что денег нет, но сам в это время на Багамские острова ездит, допустим, образно говоря, или узкому кругу своих приближенных зарплату платит, а остальным работникам не платит. Вот это, поэтому более шире можно толковать. Ну и то, что вы говорите, что надо их всех привлекать именно вот так, это, ну, наверное, не совсем правильно, наверное, будет, потому что это преступление, уголовная ответственность, это, ну, преступление называется повышенная общественная опасность, да, а во всех остальных случаях же их можно привлечь к административной ответственности по статье 5.27 Трудового кодекса. Ну, 10 тысяч, я считаю, что да. никакой ответственностью для крупного работодателя, будем говорить, руководителя, это роли не сыграет. Мне так кажется. Ну, в этой части я с вами согласен. Так, и еще вот насчет этих, здесь пошла речь о работниках, привлекаемых из других регионов. Да? Вот при строительстве ГРЭС-2 вот были такие случаи, когда вахтовым способом из Краснодарского края бригады сюда направлялись, обещали им заоблачные зарплаты, и потом, когда люди приезжают, никаких даже условий, постельной принадлежности даже не выдают, говорят, вот, куртку свою бросьте, там ложите спать, и зарплата вам не 100 тысяч, а 25 тысяч. А они говорят, а мы у себя в Краснодарском крае 25 тысяч можем заработать. И вот они к нам, вот 2 бригады обращались в начале 2015 года и в конце 2015 года. Ну, и мы говорим, вы в прокуратуру обращались, Гострудинспекции обращались, они говорят, ну, мы обращались, но бесполезно, потому что работодатель находится за пределами республики, потому что генподрядчик Русгидро, это в Москве, а он нанимает субподрядчиков, и те еще других субподрядчиков, и они где-то в Москве находятся. И они из других регионов привозят людей. Ну и концы найти очень трудно. Мы очень долго искали там, и через СМИ, и прочее, потом вышли, но все-таки нашли, и вот эти обе бригады отправили домой. Сумели надавить на этих руководителей. И поэтому вот такая проблема есть. Вот тоже об этом я хотел бы сказать. Так, и третье, последнее. Насчет вот разницы в зарплатах между руководящими работниками и даже не основным, а самой низкооплачиваемой категорией работников. Да? Но об этом даже федеральный уполномоченный тоже в своем докладе отражал, что во многих предприятиях даже вот разрыв составляет 10 и более раз. Но это у нас есть в сфере промышленности, энергетики. Это не только в других регионах России, у нас тоже есть такие случаи. Ну, в связи с этой проблемой федеральный уполномоченный в прошлом году обращался к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину, что надо бы этот вопрос решить.
и как в цивилизованных странах сделать, чтобы разрыв не превышал 4-5 раз. Ну, на что Максим Топилин ответил так, что мы считаем разницу между зарплатой руководящих работников и средней зарплатой. Но надо брать не среднюю зарплату, это как средняя температура по больнице получается, да? И тогда, мол, в большинстве случаев, ну, они так не конкретизируют, Топилин так пишет, вот, в большинстве случаев не превышает у нас в России 4-кратного размера. Ну, поэтому спор еще не закончен, поэтому и дальше это будет решаться этот вопрос. Дальше будет уполномоченные будут ставить вопрос, потому что многие вопросы, которые ставят федеральные, региональные уполномоченные, все равно в конце концов находят законодательное решение. Вот насчет гражданско-правовых отношений тоже еще в 2011 году, в 2012 году Лукин ставил вопрос, но сначала не решался вопрос, но потом внесли изменения в статью 15 Трудового кодекса и 19 прим. Трудового кодекса о том, что если трудовая инспекция внесет предписание, которое не обжалуется, или когда работник обратится в суд, и суд признает эти гражданско-правовые отношения трудовыми, то все последующие последствия наступают. Ну и мы сами тоже вот 2 раза по таким делам участвовали в суде, в обеих случаях выигрывали. Ну, то есть вот такие проблемы есть. Спасибо. Так, Алексей Михайлович Ефимов, уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия. Так, тогда у меня тоже вопрос. Представителю Госинспекции труда Глухих Светлане Алексеевне. Скажите, пожалуйста, Светлана Алексеевна, вот, как правило, граждане длительно не обращаются в правоохранительные органы по заработной плате, по фактам не выплаты заработную. Ну, что-то скрывать, боятся работу потерять, так ведь? А вот разъясните, пожалуйста, имеются ли у вас возможности по сохранению конфиденциальности вот этих вот людей, которые к вам обращаются? Какая практика у вас? Да, конечно, такая возможность существует. То есть при подаче обращения в Государственную инспекцию труда работник вправе как отметить в своем обращении о том, что он просит не разглашать данные о нем. В таком случае, государственный инспектор труда не вправе разглашать и будет запрашивать либо выборочно, либо по всем работникам предприятия, дабы, работодатель не догадался, откуда, ветер дует. И всегда, когда приходят на консультацию и достаточно вот такие вот вопросы, что касается задолженности по заработной плате или еще что-то, да, мы всегда стараемся убедить работника все-таки оставить обращение и каждый раз отмечаем о том, что у работников имеется такая возможность, и это право им дает федеральное законодательство. Ясно. Ну, если все предложения, да, озвучили, какие хотели, чтобы мы зафиксировали, отработали потом. Но если все озвученные предложения нами зафиксированы, да, Ирина Николаевна, тогда позвольте перейти к следующему вопросу. Слово для выступления предоставляется арбитражному управляющему Мясникову Владимиру Геннадьевичу. Владимир Геннадьевич осветит причины ухудшения финансово-экономического положения организаций и возникновения задолженности по заработной плате. Думаю, внесет предложение по их устранению, а также расскажет о способах выхода организации из кризисной ситуации. Пожалуйста. Добрый день. К сожалению, арбитражный управляющий, осуществляющий свою деятельность, сталкивается уже с той проблемой, что на предприятии имеется задолженность по заработной плате. К сожалению, в настоящий момент основной причиной увеличения задолженности по заработной плате непосредственно является, конечно же, ухудшение финансово-экономического состояния самого предприятия. Объективные причины ухудшения финансово-экономического положения предприятия, прежде всего, это, конечно же, рост инфляции, нестабильность налоговой системы и в целом законодательства Российской Федерации, потому что неоднократно в течение определенного промежутка времени производятся изменения и вносятся изменения в законодательство, а также рыночные условия. Прежде всего, это непосредственно снижение емкости внутреннего рынка, усиление монополизма участников данного рынка, и, к сожалению, многие предприятия в данной ситуации не могут справиться с данными критериями. Прежде всего, хотелось бы отметить, что
при проведении процедур банкротства сталкиваешься с тем обстоятельством, что налицо неэффективный финансовый менеджмент самого руководства предприятия. То есть это прежде всего зачастую руководители предприятия при внедрении новых циклов производства и увеличении производственных мощностей проводят все вот эти процедуры без изучения конъюнктуры рынка, что влечет прежде всего низкую конкурентоспособность продукции, проблемы с ее сбытом, зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей данной продукции. К сожалению, предприятия зачастую не проводят анализ себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг, при этом допуская высокие риски в совершении финансовых операций, так называемые венчурные сделки, которые прежде всего влекут за собой цель предприятия получить высокую прибыль без изучения контрагентов, которые непосредственно входят с ними в договорные отношения. Немаловажный критерий, конечно же, имеет и неправильность ведения бухгалтерского учета, неправильность определения налоговой политики предприятия, так как, к сожалению, на практике предприятие фактически может находиться на упрощенной системе налогообложения, но, к сожалению, по каким-то причинам начинают применять налогооблагаемую базу в общем порядке с начислением налога на имущество, НДС и иных налогов. К сожалению, также случаются такие случаи, что предприятие не оформляет должным образом документацию, как на регистрацию права собственности на имеющиеся объекты, возводимые объекты, а также право на получение субсидий либо дотаций из бюджета. Зачастую также сталкиваешься с такими обстоятельствами, что при уже введенной процедуре банкротства руководитель предприятия либо сама организация, либо собственники не ведут претензионную работу, либо претензионную исковую работу, а если начинают вести, то уже пропущен общий срок исковой давности. И, к сожалению, та дебиторская задолженность, которая бы позволила фактически, точнее, взыскание вышеуказанной дебиторской задолженности позволило бы удовлетворить задолженность по заработной плате, она, к сожалению, не взыскивается. К сожалению, также увеличение затрат и снижение финансовых поступлений ведет к росту финансовых обязательств, что в последующем приводит, конечно же, к неплатежеспособности предприятия. И многие предприятия в настоящий момент, к сожалению, перекредитованы. То есть, не имея собственных финансовых средств, они привлекают путем заемных либо кредитных денежных средств. В последующем, к сожалению, их не могут исполнить и надлежащим образом вовремя возвратить. И поэтому, то есть в данной ситуации, прежде всего, чтобы избежать причину неэффективного менеджмента предприятия, необходимо прежде всего это обеспечить следующие условия, чтобы заниматься бизнесом только при наличии достаточного к тому возможностей, способностей и привлекать обязательно высококвалифицированных специалистов. Зачастую неправильное ведение бухгалтерского учета, являющейся составляющей частью приведения деятельности предприятия, приводит к тому, что у предприятия возникают большие недомики по обязательным платежам в бюджеты, в небюджетные фонды, в последующем приводит и к банкротству данного предприятия. Также нужно прежде всего при ведении деятельности учитывать стратегию предприятия как на среднесрочное, так и на долгосрочное. Все-таки планирование деятельности предприятия имеет стратегическое значение в целом, чтобы предприятие в настоящий момент находилось на плаву. Многие, к сожалению, привлекают при рассмотрении этих вопросов только выгоду от разовости сделок. Данное предприятие не сможет в последующем функционировать и получать полностью прибыль. И, к сожалению, при ухудшении финансово-экономического состояния, то есть это необходимо прежде всего провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности, определить проблемы сбыта готовой продукции и своевременно отражать финансово-хозяйственную деятельность в бухучете. К сожалению, на практике при ведении определенных процедур банкротства, как процедуры наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства, на предприятиях руководитель предприятия либо ведет неправильно
бухгалтерский учет, либо не отражает их в учете. Ну, вторая причина, конечно же, ухудшения финансово-экономического состояния организации, это является недостаточность контроля собственника за деятельностью организации. В настоящий момент зачастую и судебная практика это показывает, участились корпоративные споры между участниками общества и самим обществом. То есть зачастую сами учредители, акционеры общества, либо органы госвласти, которые являются собственниками предприятия, пренебрегают своим правом и не отслеживают финансовую деятельность предприятия. То есть зачастую на предприятии тем самым появляются необоснованные строки затрат, в последующем ухудшающие финансовое положение предприятия. К сожалению, органы власти местного самоуправления также не всегда обеспечивают должный своевременный финансовый контроль за деятельностью унитарных предприятий. То есть у меня на практике было предприятие, в отношении предприятия был такой ГУП РСЯ «Жиганск-Торг». Была введена процедура конкурсного производства, но при введении данной процедуры предприятие, руководитель, так и органы управления, к сожалению, не заблаговременно отнеслись к регистрации правоустанавливающих документов на объекты, находящиеся на балансе предприятия. И при ведении процедуры конкурсного производства более года мною было потрачено время лишь на регистрацию права хозяйственного ведения в целях последующего реализации данного имущества. К сожалению, за это время работники предприятия не могли получить задолженность по заработной плате. Помимо всего прочего, в данной ситуации я прежде хотелось бы указать, что целесообразно рекомендовать собственникам организаций ужесточить контроль за подведомственными организациями, в частности, в ходе балансовой комиссии при рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, а также провести разъяснительную работу среди собственника об их субсидиарной ответственности. В данной ситуации при процедуре банкротства зачастую обращаемся в суд о привлечении руководителей должника, либо собственников данного должника к субсидиарной ответственности. Судебная практика с учетом последних разъяснений Верховного суда более ужесточена по отношению к данным руководителям. И в настоящий момент постоянно это применяется. Ну, помимо всего прочего, уважаемые господа, зачастую средства, предназначенные для выплаты работникам, инвестируются в различные проекты с целью получения дополнительной прибыли. Возможно, данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии доступных и достаточных возможностей для развития бизнеса и экономики предприятия. В данной ситуации все-таки с учетом господдержки я предлагаю все-таки в настоящее время для развития бизнеса рассмотреть вопрос о возможности наличия у органов власти республики основания проанализировать полноту предоставления субъектам предпринимательской деятельности форм господдержки или использовать предоставленные полномочия по разработке ее новых форм. Все-таки в данной ситуации недавно был форум, на котором непосредственно, исходя из аналитики представленной, к сожалению, господдержка субъектов малого и среднего бизнеса на территории Республики Саха-Якутия не так сильно развита, как хотелось бы в целом. Ну, нельзя, конечно же, говорить о том обстоятельстве, что основная причина неэффективности финансового менеджмента является причиной невыплаты заработной платы. К сожалению, есть и достаточно такие обстоятельства, когда на практике существует незаконность действий органов государственной власти и выражено прежде всего в либо неисполнении государственных и муниципальных контрактов, установленных законом сроки, либо незаконной деятельности непосредственно органов налоговой инспекции и службы судебных приставов. К сожалению, это так. На практике в настоящий момент бывают такие ситуации, что при выполнении государственных и муниципальных контрактов руководитель предприятия, организация не может получить в установленные сроки денежные средства, которые предназначены по результатам выполняемых данных работ. На практике бывает, что данные взыскания лишь проводятся в судебном порядке и по истечению определенного срока. То есть в данной ситуации работодатель может уже иметь ситуацию такую, что
задолженность по заработной плате возникает, а единственный источник – это взыскание задолженности в рамках государственного и муниципального контракта. Помимо всего прочего, зачастую работодатели сталкиваются с необоснованным доначислением налоговыми органами федеральных налогов, либо отказом возмещения данного налога. Данное обстоятельство вынуждает организацию пройти все процедуры путем обжалования решения выездной камеральной налоговой проверки в управлении Федеральной налоговой службы. После соблюдения данного требования обратиться с заявлением в суд и отстаивать свою правоту и законность своих действий. К сожалению, это прежде всего отражается на финансовом положении предприятия, так как, доказывая свою правоту и законность действий, предприятие также несет, к сожалению, убытки. Помимо всего прочего, зачастую бывают такие обстоятельства, когда служба судебных приставов незаконно накладывает арест на имущество. И опять же, приходится работодателю обращаться с заявлением в суд, признавать действия судебных приставов исполнителями незаконными, либо действия бездействия данных органов. В настоящий момент я представляю интересы как должника, столкнулся с таким обстоятельством приведения процедуры наблюдения службы судебных приставов, к сожалению, в нарушение закона о несостоятельности банкротства не снимает арест с имущества, не снимает ограничения по расчетным счетам, и в данной ситуации предприятие будет парализовано, и данное обстоятельство приведет, конечно же, к увеличению задолженности по заработной плате, то есть которой в настоящий момент нету. Конечно же, данная ситуация не постоянно, не единична, но на этом внимание, думаю, необходимо акцентрировать данное внимание, потому что все равно они присутствуют. Ввиду того, что несвоевременное исполнение обязательств либо незаконные действия органов государственной власти прежде всего приводит к кассовому разрыву в деятельности предприятия, недостаточности денежных средств. Прежде всего, это увеличение задолженности, появление недоимки и также штрафных санкций, в том числе и увеличение задолженности по заработной плате. И в последующем, в целях погашения задолженности, имеющейся у предприятия, либо предприятие кредитуется, предоставляя в обеспечение исполнения обязательств высоколиквидное имущество, при этом данное обстоятельство влечет и уплату банковских процентов. У меня было на практике такие ситуации, когда руководителю предприятия в целях выплаты задолженности по заработной плате приходилось продавать имущество, чтобы закрыть данную задолженность. То есть, в данной ситуации мое предложение по возможности отрегулировать данную ситуацию, обратить внимание, что в последующем данных ситуаций не происходило. То есть, понятное дело, что органы государственной власти действуют в соответствии с своими законодательными актами, но зачастую на практике такое бывает. И в случае возникновения признаков ухудшения финансово-экономического состояния организации, я, конечно, бы предложил руководителям предприятия принимать неотложные антикризисные меры. То есть это прежде всего продажа краткосрочных финансовых вложений, продажа дебиторской задолженности, либо введение ее работы в судебном порядке, с учетом того, что в настоящий момент законодательством предусмотрен более месячный срок, точнее, для претензионной работы, только в последующем предприятие вправе обратиться с заявлением в арбитражный суд, то есть заблаговременно проводить данную претензионную работу, соответственно, вести в полном объеме правильное сведение бухгалтерского отчета, и в случае наличия признаков ухудшения финансового положения, прежде всего это избавляться, то есть реализовывать запасы готовой продукции, производить консервацию или продажу нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы, и выделение из состава предприятия затратных объектов. У меня все. Если у кого-то есть вопросы, готов ответить. Спасибо, Владимир Геннадьевич. Пожалуйста, какие-то вопросы, может быть, есть уточнения по выступлению Владимира Геннадьевича? Если дополнительных предложений нет, тогда у меня вопрос к министру труда и социального развития республики Александру Николаевичу Дружинину. Уважаемый Александр Николаевич, в 2013 году во исполнение плана мероприятий по реализации послания президента республики Госсобранию нашей республики предусматривалась организация проведения всеобщего обучения всех категорий населения
по вопросам экономического, финансового и правового просвещения. Вот у меня такой в связи с этим вопрос. Проводились ли в рамках данного плана какие-то мероприятия по просвещению руководителей предприятий и организаций республики? И если проводились, то возможно ли с учетом нашей вот этой статистики по имеющей задолженность по заработной плате проведение таких мероприятий вновь и на системной основе? Ну, естественно, в рамках послания эти мероприятия по информированию населения проводились. Ну, и я сейчас не могу вам полную статистику дать. У нас этими вещами занимается Министерство по развитию гражданских инициатив Гурьева Сардана Михайловна. Я только помню, что и сейчас мы ежемесячно ей отчитываемся, какие информативные вещи делаем и перед населениями, и перед руководителями предприятий и организаций. Естественно, мы согласны, что надо как-то информировать и тех же самых и работодателей, и тех же самых работников. Это мы в рамках тоже и трехсторонней комиссии можем посмотреть по регулированию социально-трудовых отношений, чтобы на системной работе, ну, я даже везде сейчас хожу и говорю, вот с 1 октября уже уголовная ответственность возникла за задолженность по заработной плате. Вплоть до того, что информацию там выдаю в этой части. Хорошо, в принципе, можно эти вещи организовать на системной основе. Вот отрадно отметить, да, Александр Николаевич, что вот должников, среди должников нет государственных унитарных предприятий. Вот, вот в связи с этим, вот как-то вы могли бы дать какие-то рекомендации вот сейчас нам для глав муниципальных образований, там, Да, Абыйского, к сожалению, Ленинского, Ленского района, как это? Даже, к счастью, ГУПов нету, да. но у нас появились У них МУПы. вот да, у них имеется Да. задолженность У по зарплате. муниципалитетов, да. Как какие-то рекомендации вы можете им дать? Но это отдельная система органов власти, органов местного самоуправления. Мы им рекомендовать, конечно, можем в этих рамках. Но что мы делаем? Мы проводим в ВКС видеоконференции. На уровне зампреда правительства проводится комиссия по задолженности заработной платы вместе с УЛУСами по видеоконференции. Там главы УЛУСов напрямую отчитываются перед нами за свои муниципальные учреждения, где возникла вот эта задолженность. Даже вплоть до того, независимо от формы собственности, учреждения, которое находится на территории УЛУСа, глава УЛУСа перед нами в полной мере отчитывается. У нас такая практика есть. Хорошо. В декабре прошлого года у республиканских ведомств остро стоял вопрос по несвоевременной оплате госконтрактов. Вот нет ли сейчас угрозы в конце года повторения таких случаев? Ну, бюджет исполняется у нас в полной мере. Я бы не сказал, что какие-то вещи. Завоз произведен, все жизнеобеспечивающие материалы завезены, все оплачено в рамках. Ну, судя по еженедельным планеркам правительства, таких проблем у нас пока нет. Не будет, да? Да. Спасибо. Вот у меня вопрос председателю Ассоциации муниципальных образований Анатолию Ефимовичу Кистеневу. Вместо него присутствует заместитель. Заместитель, да, так. Имя, отчество, подскажите, пожалуйста, ваше. Горохов Дмитрий Николаевич, исполнительный директор Совета муниципального образования. Ага. Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, обсуждалась ли проблема долгов по заработной плате муниципальных унитарных предприятий и учреждений на съездах глав муниципальных образований? И какие формулировались предложения, если такое было? И как не допускать возникновения задолженности? Если нет, то возможно ли провести такую работу и запланировать? И можете ли вы поделиться с личным опытом главы, как не допускать задолженности в муниципальных организациях? Ну, муниципальные унитарные предприятия, это они не полностью подчиняются, с одной стороны, главам муниципального образования. Вот это, знает, переоформленные государственные унитарные предприятия на сегодняшний день. Ну, а раз, знает, на съезде, вот 5-м съезде Совета муниципального образования республики, который состоялся 30 марта текущего года, но по этому вопросу по задолженности в МУПах вопросов не было. Ну, мы возьмем на это контроль, тем более, знает, по итогам текущего года, наверное, где-то в январе месяце, наверное, мы проведем
ну, внеочередной съезд или внеочередное совещание по деятельности муниципального образования во исполнении резолюции 5-го съезда Совета муниципального образования. Ну, раз вы дали мне слово, я хотел бы, как раз поделиться мнением по предложению Натальи Ивановны. Вот, кому 10 тысяч штрафа это много или мало? Действительно, кто получает зарплату 1 миллион рублей или 3 миллиона рублей в месяц, конечно, это, как говорится, ну, расходы на один обед, да? Ну, а для глав муниципального образования или других, вот тех же руководителей МУПов, 10 тысяч – это огромная сумма. Поэтому, может быть, перейти на дифференцированный подход, то есть в штрафах на процентные отношения. 10%, 20%, 15%. Да, вот это было бы действительно справедливо. Спасибо. У нас Федеральную службу судебных приставов представляет сегодня кто? Начальник отдела организационно-контрольной работы Алена Лазаревна Сухаринова. Ольга Лазаревна, да? Алена Лазаревна. Алена Лазаревна. Алена Лазаревна, да? Алена Лазаревна, уважаемая Алена Лазаревна. Вот имеются ли случаи в республике ареста судебными приставами, исполнителями имущества или денежных средств, значительно превышающих сумму размера взыскания по исполнительным листам, по исполнительным документам, либо в случае затягивания с освобождением имущества от ареста? Ну вот, я вот такие про конкретные случаи я вам сейчас не вспомню, к сожалению. Да, то есть у вас динамики тоже не можете, да, сказать? Статистика по арестам мне, к сожалению, не дали, но вот по вопросу Владимира Геннадьевича я вот переговорила с руководством, они, к сожалению, не помнят ваше обращение и предлагают вам подойти в понедельник в 15 часов. Вот насчет арестов, ну, как счета могут арестоваться, если даже там текущие платежи имеются. То есть любые счета могут быть арестованы. Это понятно. Ну, там надо же соразмерно. Ну, ладно, если у вас такой статистики нет, вы потом Да, у себя, к сожалению, да, да. вы у себя тогда посмотрите, Да. потому что такую практику надо, конечно, изменять. Если есть дополнительные какие-то предложения для фиксации у нас, то я слово предоставлю заместителю Восточно-Сибирского транспортного прокурора Евгению Дмитриевичу. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники форума. У меня бы хотелось, значит, возможно, если есть предложение от Владимира Геннадьевича, да? Владимир Геннадьевич, можно, да? Вот тема очень актуальна, на самом деле, по работе конкурсных управляющих. И зачастую, как бы, бытует такое мнение, и есть, скажем так, определенные, скажем, нечистоплотные конкурсные управляющие, которые ставят своей задачей как можно больше затянуть, значит, срок и само, значит, все конкурсное производство, потому что не секрет для того, что каждый месяц им выплачивается денежное вознаграждение, установленное судом, вне очереди, да, то есть, соответственно, чем больше они дотягивают, тем больше есть возможность получить денежное вознаграждение. И были даже такие случаи, что, значит, судебные процессы шли года 3, когда они отсуживали какое-то имущество. После того, как имущество было отсужено, все имущество фактически уходило на вознаграждение, да, то есть, ну, на законных основаниях все. Как вы думаете, есть ли какие-то инструменты для того, чтобы, скажем так, отделить, скажем так, тех конкурсных управляющих, которые заинтересованы в первую очередь для того, чтобы предприятие, значит, вышло из той ситуации, которая есть, с раздачей всех долгов, и именно тех, скажем так, нечистоплотных конкурсных управляющих, которые ставят своей задачей единственное получение только своей, скажем, личной выгоды? Ну, вопрос понят, но, понимаете, в данной ситуации, опять же, к сожалению, есть и такие арбитражные управляющие. То есть, ну, прежде всего, у любого конкурсного кредитора, как и у работника предприятия, имеется право обращаться с заявлением в орган по контролю и надзору. То есть в соответствии с действующим законодательством у нас в настоящий момент эта функция принадлежит управлению Федеральной службы государственного кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия, который проверяет полностью деятельность арбитражных управляющих. Опять же, хотелось бы отметить на то обстоятельство, что зачастую арбитражный управляющий не виноват в том, что ему длительное время приходится вести судебные тяжбы по либо взысканию дебиторской задолженности, либо признанию права собственности
на определенные объекты недвижимости, либо автотранспортные средства. Как было указано, зачастую руководство предприятия пренебрегает данными обстоятельствами, надлежаще не ведет как бухгалтерскую отчетность, так и ненадлежащим образом регистрирует в установленные законом сроком объекты недвижимости, которые в соответствии с законом должны включаться в конкурсную массу. И сталкиваешься на практике с таким обстоятельством, когда в действительности приходится либо признавать недействительные сделки, которые были совершены либо за год, либо за 3 года до возбуждения дела о несостоятельности, банкротстве. Зачастую бывают и такие обстоятельства, что при ведении процедуры банкротства руководитель предприятия либо не передает документацию, либо передает ее часть. То есть у меня неоднократно были такие ситуации, когда приходилось обращаться с заявлением в суд об истребовании данных документов. И в связи с этим сроки конкурсного производства, с учетом того, что бывает в процессах предоставляют заведомо сфальсифицированные доказательства, что приходится проводить экспертизу данных документов, к сожалению, считаю, что все-таки нужно смотреть по каждому случаю отдельно. То есть есть разумные сроки, есть объективные причины того, что суд, учитывая позицию заявленного ходатайства и решение собрания кредиторов, принимает о продлении данной процедуры. Бывает, конечно, злоупотребление правом со стороны конкурсных управляющих, но в данной ситуации практика в настоящий момент тоже такая же бытует, что суд, исходя из тех представленных документов, либо привлекает их к административной ответственности, исходя из протокола органов по контролю и надзору за деятельностью арбитражных управляющих, либо определяет конкретные сроки для проведения соответствующей процедуры. Тогда скажите, пожалуйста, вот самый действенный способ, скажем, воздействия на недобросовестных конкурсных управляющих, ваше мнение какое? Обращаться с заявлениями, с жалобами, то есть если в деятельности арбитражного управляющего нет состава административного правонарушения либо уголовного правонарушения, то предоставляя дополнительно, то есть предоставляя ответ на жалобу, данные обстоятельства будут установлены и в последующем дана оценка. Спасибо. Тоже хотел спросить, наше министерство, ведомства, они же все предприятия как бы закрепляют за собой. Они начинают работать с арбитражными управляющими, а те уклоняются. Никакую информацию не дают, ни трубку телефона, и, ну, мягко говоря, игнорируют все запросы. Мне что, или этим всем министрам идти в Росреестр и жаловаться? Жалобу писать? Или как на этого конкурсного управляющего? Он уклоняется, вообще никакой информации не дает. Что будет, когда будет с этим предприятием? Действенный механизм только через Росреестр? В данной ситуации, понимаете, закон предусматривает такое обстоятельство, что есть определенный круг лиц, которые вправе получать информацию от конкурсного управляющего. К сожалению, министерство и ведомство – это не участник процесса. То есть в данной ситуации, в случае действительности, когда арбитражный управляющий уклоняется, то есть можно либо обратиться в арбитражный суд, обосновав необходимость получения данной информации, и арбитражный суд всегда идет навстречу данным ведомствам. Либо действительно приходится писать в Росреестр и доказывать его неправомерные действия. Ответственность арбитражного управляющего установлена статьей 14.13 КоАП РФ, то есть там вплоть до дисквалификации. Также можно написать саморегулируемую организацию, членом которой он является, и на уровне переговоров. То есть, ну, допустим, по крайней мере, у меня в практике таких затруднений с министерством не возникало. То есть, не, я понимаю, просто в данной ситуации все равно любая информация относительно деятельности арбитражного управляющего, она предоставляется в соответствии с законом собранию кредиторов и в арбитражный суд. Значит, все прозвучавшие предложения зафиксированы. И по третьему вопросу предоставляется слово судье арбитражного суда Республики Саха-Якутия Аринчохиной Аэлите Юрьевне. Аэлита Юрьевна осветит нам вопросы погашения задолженности по заработной плате в деле о банкротстве, а также контроля за деятельностью арбитражных управляющих.
При рассмотрении дела о несостоятельности в банкротстве суды руководствуются федеральным законом о несостоятельности в банкротстве от 26 октября 2002 года, номер 127 ФЗ, в редакции от 3 июля 2016 года с изменениями и дополнениями, вступившие в законную силу с 1 сентября 2016 года, в том числе с дополнением параграфа 1 главы 10 «Банкротство гражданина». Полномочия арбитражного управляющего в делах о банкротстве определены статьями 20.3, 67, 129, 99, 213.9 названного закона. Полномочия в каждой процедуре банкротства у арбитражного управляющего варьируются в зависимости от процедуры банкротства. Например, во временном наблюдении временный управляющий проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности, формирует реестр требований кредиторов и проводит первое собрание кредиторов, которое на основании отчета временного управляющего определяет последующую процедуру банкротства. Это будет либо внешнее управление, либо финансовое управление или конкурсное производство, но чаще всего конкурсное производство. Во временном наблюдении временный управляющий не наделен полномочиями по погашению задолженности работников, поскольку руководитель должника еще осуществляет руководство предприятием, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве. То есть здесь привлечь временного управляющего можно только в том случае, если он нарушает срок, установленный 7-месячный, да, для представления анализа финансово-хозяйственной деятельности для определения последующей процедуры. То есть он в 7-месячный срок должен провести собрание кредиторов, провести анализ, и, соответственно, если он этого не делает, появился новый механизм у арбитражного суда, это статья 188.1 Арбитражно-процессуального кодекса. При выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения законодательства Российской Федерации, государственным органам, органам местного управления, иным органам организации, наделенной федеральным законом, отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной деятельности, арбитражный суд вправе вынести частное определение. Частное определение арбитражного суда направляется в соответствующий орган, организацию, наделенную федеральным законом, отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностному лицу. А в случае нарушения законодательства Российской Федерации, указанными лицами, соответственно, в адвокатское образование, саморегулируемую организацию, которую в течение месяца со дня его получения обязаны сообщить о принятых им мерах. Соответствующая практика имеется. Я когда подборку проводила, уже был такой судебный акт в отношении вынесен арбитражного управляющего, и частное определение было направлено в саморегулируемую организацию в связи с тем, что 6 месяцев, в общем, финансовый анализ не проводился арбитражным управляющим. Арбитражный управляющий не согласился, обжаловал данное определение, однако оно было оставлено в силе. Далее. В конкурсном производстве конкурсный управляющий является правомочным лицом, осуществляющим деятельность, которому предоставлен весь спектр полномочий по розыску, управлению и сохранности имущества, взысканию дебиторской задолженности, оспариванию сделок должника, совершенных в целях отчуждения имущества должника, погашения с предпочтительностью задолженности нужным людям, родственникам и так далее, заключенных должником в преддверии банкротства, и вправе осуществлять погашение задолженности, в том числе по погашению задолженности по заработной плате работников должника. Основной задачей арбитражных управляющих является погашение задолженности кредиторов, в том числе и по оплате заработной платы работников предприятия должника или работавших после принятия в суд заявления о признании несостоятельным банкротом данного предприятия. Погашение задолженности осуществляется из средств, полученных от реализации имущества должника, в том числе залогового имущества, заложенного в пользу других кредиторов, например, банка. Статистика рассмотренных дел показывает, что погашение задолженности по заработной плате у должников, у которых имущество находится в залоге, является зачастую нулевой, в силу того, что 80% от суммы продажи залогового имущества в силу статьи 138 Закона о банкротстве перечисляется залоговому кредитору. 15% от суммы, вырученной от реализации предмета залога, для погашения требований первой и второй очереди реестра требований кредиторов должника в случае недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных требований оставшиеся денежные средства идут для погашения судебных расходов.
расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг лицам, привлеченным арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей. Статистика дел, рассмотренных арбитражным судом, свидетельствует, что финансовое оздоровление и внешнее управление в отношении должников производится крайне редко. Есть единичные случаи ведения внешнего управления в отношении юридических лиц. Такое положение дел можно объяснить в основном неплатежеспособностью должника, отсутствием ликвидного имущества, денежных средств должника, а также нередко отсутствием объема работ. Но это чаще всего предприятия, которые осуществляли деятельность на основании государственных контрактов и по другим объективным причинам возникновения неплатежеспособности. Статьей 134 Закона о банкротстве установлена очередность удовлетворения требований кредиторов. Данной статьей установлено, что вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам, преимущества перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом. Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности. В первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанных с судебными расходами по делу о банкротстве. Это выплата вознаграждения, в том числе арбитражному управляющему. Взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнившим обязанности арбитражного управляющего в дело о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в соответствии с настоящим федеральным законом является обязательным, в том числе со взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц. Во вторую очередь удовлетворяется требование об оплате труда лиц, работающих или работавших после даты принятия заявления о признании должника банкротом по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий. Ко второй очереди текущих обязательств также относится заработная плата работников, независимо от того, за период какой процедуры она возникла и продолжает ли лицо оставаться на момент выплаты работникам должника. На основании пункта 2 статьи 134 Закона о банкротстве определяется очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам и предусматривается, что требования об оплате труда лиц, работающих или работавших после даты принятия заявления о признании должника банкротом по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий удовлетворяется во вторую очередь. В случае, если должником в период после вынесения определения о принятии арбитражным судом заявления о признании должника банкротом до признания должника банкротом и открытия конкурсного производства не в полном объеме выполнены обязательства по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, суммы, не выплаченные до принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, подлежит удовлетворению в составе текущих требований. Вот необходимо обратить внимание, что требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства должника, его заместителей о выплате выходного пособия и или иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не относится к числу требований кредиторов второй очереди и удовлетворяется после удовлетворения требований кредиторов в третьей очереди. В деле о банкротстве должника в соответствии со статьями 34 и 35 Федерального закона лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются должник, арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом. В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвует представитель работников должника, который избирается общим собранием работников должника. Вот надо отметить, что очень редко избирается представитель работников должника. То есть вот здесь тоже надо вести разъяснительную работу, чтобы работники были активнее и вот избирали представителей работников должника, чтобы он мог участвовать в процессе. Далее, представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредиторов, представитель собственника имущества должника, унитарного предприятия, представитель учредителей и участников должника, представитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в случае, если исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну.
уполномоченные на представление в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, интересов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, соответственно, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления по месту нахождения должника, иные лица в случаях, предусмотренных арбитражным процессуальным кодексом. В арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе также участвовать саморегулируемые организации, которые представляют кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения, и член которой утвержден в арбитражном управляющем в деле о банкротстве. При рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих, как орган, осуществляющий контроль, надзор при рассмотрении вопросов, связанных с вопросом утверждения арбитражных управляющих. Вот по данному вопросу могу сказать из практики, что фактически СРО никогда не участвует, когда рассматриваются судом такие вопросы. То есть фактически здесь контроль не осуществляется. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Из анализа норм законодательства о банкротстве полномочиями органа, осуществляющего контроль за действиями и деятельностью арбитражного управляющего, является в первую очередь это кредиторы должника и комитет кредиторов должника, избранные в соответствии со статьей 17 закона, первым собранием кредиторов. То есть они должны проявлять активность и контролировать деятельность арбитражного управляющего. У них есть право на обращение с жалобами, в том числе в арбитражный суд в порядке статьи 60 Федерального закона. Имеет, значит, рычаги воздействия Федеральная регистрационная служба государственной регистрации кадастра и картографии, здесь об этом уже много говорилось. Соответственно, и саморегулируемая организация, в составе которой находятся арбитражные управляющие. Так. Кроме того, в целях воздействия на арбитражных управляющих, недобросовестно исполняющих возложенные на них обязанности, налоговые органы и кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов, вправе использовать такой способ, я уже сказала, как обращение в контролирующий орган. Но это помимо того, что обращение в суд. Статистика дел о банкротстве показывает, что общий размер задолженности по заработной плате по банкротным делам по состоянию на 10 октября 2016 года составляет 181 миллион 594 тысячи 162 рубля. Из них удовлетворено 35 миллионов 804 тысячи 169 рублей 37 копеек. По таким крупным предприятиям, как ООО «Атлас», задолженность составляет 105 миллионов 506 тысяч 7 рублей. ООО «Юж-Якут-Уголь» 15 миллионов 529 тысяч 822 рубля 52 копейки. ОАО «ННГК Саха-Нефтегаз» 9 миллионов 230 тысяч 820 рублей. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие номер 127» 8 миллионов 513 тысяч 91 рубль 14 копеек. Практика рассмотренных арбитражным судом дел о банкротстве юридических лиц показывает, что крупные предприятия-банкроты, имеющие большой запас материальных ценностей и ликвидного имущества, а также дебиторскую задолженность в процедурах банкротства, погашают вторую очередь реестра требований должника. Но в большей части предприятия-банкроты, не обладающие имуществом и денежными средствами, не могут погасить задолженность по заработной плате в силу объективных причин. Основной мотив арбитражных управляющих об отсутствии погашения заработной платы предприятия банкрота – это отсутствие денежных средств на погашение заработной платы. Арбитражные управляющие в соответствии со статьей 59 и 134 закона о банкротстве вне очереди погашают расходы, связанные с проведением процедур банкротства. Как говорится, они на это право имеют. Расходы арбитражного управляющего составляют вознаграждение 30 тысяч рублей за каждый месяц осуществления полномочий. Опубликование сведений о банкротстве, опубликование объявления о проведении торгового имущества должника, опубликование о проведении первого собрания кредиторов должника в едином федеральном реестре и газете «Коммерсант», почтовые расходы на уведомление кредиторов, оплата проезда и проживания в гостинице арбитражных управляющих, назначенных из других регионов, оплата привлеченных лиц для осуществления полномочий арбитражного управляющего. Это все погашается вне очереди. Следует отметить, что в делах о банкротстве расходы это немалые, и в силу закона о банкротстве, как я сказала, погашается вне очереди.
Нормы федерального закона о несостоятельности и банкротстве номер 127 ФЗ не предусматривают контроля со стороны органов исполнительной власти, ну, имеется в виду прокуратуру, в части неисполнения обязанностей арбитражных управляющих по погашению задолженности по заработной плате, поскольку данный вопрос возложен на иные органы. Воздействие на арбитражных управляющих в случае нарушения арбитражного управляющего требования закона по погашению заработной платы работников в делах о несостоятельности возможно в рамках административных мер воздействия со стороны Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии, ну и СРО. Также путем обращения комитета кредиторов должника с жалобой, ну это я уже повторяю, в порядке статьи 60 закона о банкротстве, с заявлениями. Это жалобы на действие бездействия арбитражного управляющего, это в рамках дела о банкротстве могут быть поданы, и отстранение его от обязанностей арбитражного управляющего. Других рычагов воздействия на арбитражных управляющих по данному вопросу закон о несостоятельности и банкротстве не содержит. Отстранить тоже не так просто. Здесь могут обратиться. Так. Заявительный характер, да? Заявительный характер. Да, заявительный характер. Поэтому вот, что касается конкурсного производства, да, и здесь говорилось о том, что большие сроки рассмотрения 3 года бывает, это зависит от характера имущества, которое на реализации находится, от места его нахождения. Иногда бывает такое имущество, которое находится очень отдаленно, реализовать его трудно, зависит от кредиторов. То есть бывает, что, значит, часто кредиторы не согласны с утвержденным порядком реализации имущества, идет бесконечное обжалование, в связи с этим затягивается процедура конкурсного производства. То есть, тут не всегда это вина арбитражного управляющего. Такая информация. Уважаемые, большое спасибо, Аиля Юрьевна. Какие есть предложения у экспертов и участников форума по выступлению? Пожалуйста. Попова Саргалата Афанасьевна, начальник отдела обеспечения процедур банкротства Управления Федеральной налоговой службы. Вот, по статистике, да, на сегодня у нас задолженность по заработной плате, которая вот включена во вторую очередь реестр требований кредиторов, составляет где-то порядка 20%, да, от общего количества банкротов организаций, это 43 должника. Ага. И, вот как уже отметили, у нас уже в банкротстве задолженность, как показывает практика по зарплате, да, но не гасится. Если имеется погашение, то частичные. В редких случаях только полное погашение, да, идут. Вот, поэтому все-таки предлагаю как-то ужесточить контроль до именно процедуры банкротства по выплате заработной платы. И то, что касается проблемы, да, которую озвучил Александр Николаевич, по поводу информации, да, вы можете обратиться к нам, как к федеральному органу исполнительной власти, да, который представляет интересы в делах о банкротстве, за информацией в рамках процедур банкротства по должникам, по которым имеется задолженность по зарплате. Спасибо. Вот до фамилии арбитражного управляющего у вас есть, да? Да, есть даже у нас фамилия. вся информация, да. Еще, пожалуйста, вопросы какие-то есть? Я хотела несколько слов добавить по очередности. Вы, наверное, смотрели встречу нашего президента России с Михаилом Викторовичем Шмаковым, это председатель Федерации профсоюзов России. И им было предложено, чтобы долги по заработной плате, задолженность по заработной плате взыскивалась в первую очередь. Не знаю, насколько это, так сказать, перспектива имеет быть в решении этого вопроса, но такой вопрос стоит. Понятно. Еще? Так. Все выступающие у нас заслушаны. Я еще раз хотел бы сказать, что у нас ограниченный сегодня форум по времени, но тем не менее такой живой разговор провели, обменялись мнением, конечно. Так более как-то конструктивно переговорили. Если у участников приглашенных форума остались какие-то неозвученные предложения, я прошу предоставить их
одна Ирине Геннадьевне Мышковой, они все будут учтены в работе прокуратуры, разосланы в качестве рекомендаций после их анализа в соответствующие органы и организации. А в целях профилактики правонарушений и преступлений в этой области видеотрансляция и материалы рекомендаций будут размещены на нашем официальном сайте прокуратуры республики. И каждый может с ними ознакомиться. И, надеюсь, учесть могут все руководители организаций, граждане, работники организации, арбитражные управляющие. Поэтому я еще раз хотел вас поблагодарить за то, что вы поучаствовали. Наш форум подошел к концу. Большое всем спасибо за участие. Всего вам доброго. Спасибо.